Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину в вашей голове. Давайте посмотрим, где он, с кем он и что с ним прямо сейчас происходит, что у него в душе, что на сердце. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух задайте ему свои вопросы. Так и спросите: мой милый дорогой, где ты сейчас, с кем ты сейчас, что с тобой происходит, что творится в твоем сердце, в твоих мыслях, в твоей душе. Спрашивайте, настраивайтесь. Я же со своей стороны всех вас, мои дорогие любимые, спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. И искренне прошу, чтобы вам во 100 крат вернулось, в миллион крат вернулось. Да будет так, воистину так и будет. Итак, я приступаю. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, ничего себе, вот эта отсыпка. Мужчина сейчас в доме с какой-то женщиной. Женщина, которую он вот прям ненавидит и презирает. Безумно на нее зол. И вот у него прям кулаки сжимаются. Ему хочется ее вот так вот трепать. Не знаю, там ударить ее хочется. Вот, женщина кричит, прям верещит, рот вот такой огромный, знаете, глотка луженая, орет на него, очень сильно орет. А он как огрызается, вот типа не лезь, там, отстань, уйди, пропади, да, вот какие-то такие слова. Может быть, вы загадали на несвободного мужчину, да, возможно, он сейчас в своем доме со своей этой женой, сожительницей, и они очень сильно ругаются. А возможно, вы загадали на мужчину, который, допустим, да, живет с мамой. Да? С мамой, либо, не знаю, с кем, с бывшей. Может, в принципе, живет сам, да, и какая-то женщина к нему пришла, и вот они ужасно ругаются. Ругаются так, что стены ходуном ходят, и крыша поднимается. Так что там бедные соседи, наверное, сидят и думают, когда же полицию вызывать. Может, уже вызвали. Там что-то ужасное. У мужчины просто вот такой срыв идет. Ментальный, психологический, я бы даже сказала, и физический. Его колотит, знобит, колотит. Вот такое состояние. И все его эмоции направлены против этой женщины. Эта женщина, не знаю, в ней идет какой-то обман. Она буквально вот 2 мешка ему на голову надела. Вслепую, в глухую, да, вот как ребенка малого. Дурачила, мне идет дурачила, обманывала, играла, разыгрывала. Такое вот мне идет. А он как все понял, либо все узнал. Быть он ее с поличным, на горячем поймал, да, может, там по телефону кому-то рассказывала, а он услышал. А может, и сама ему призналась, может, он где-то в другом месте узнал. И вот они так страшно ругаются, очень сильно ругаются. Знаете, еще что вот не дает мне покоя лично, да, как медиуму, это то, что его очень сильно гложет вина перед вами. Вина, то есть он ей поверил, этой женщине, и перед вами он согрешил. Либо вас обманул, либо предал вас, либо, может быть, по ее научению вас в чем-то обвинил. Ну, допустим, если это ваш муж, там, поверил маме, что вы гуляете, что у вас там любовник есть, и устроил ссору с вами, да, и вы, например, там сильно поругались и расстались.
Может быть, это его, ну, жена, да, и эта жена тоже могла там сфабриковать какие-то фотографии, там сделать в фотошопе, что якобы вы там мужиков меняете как перчатки. Вот. И он ей поверил этим лживым фотографиям и с вами разорвал отношения, либо перестал с вами выходить на контакт. Вам там наговорил всяких гадостных, болезненных слов. Вот вина перед вами огромной плитой, это даже не камень, это какая-то плита, лежит у него на груди и разрывает буквально ему грудную клетку. Вот настолько он зол, настолько он в ужасе, что он какой-то лживой бабе поверил, при этом вас, святую женщину, любящую женщину, настоящую, прекрасную, заботливую, как лучик счастья вот для него в его жизни. И вот он вас предал, получается, да. Либо обманул, либо наговорил вам всякой гадости. Вот так мне идет. Болезненно, это очень болезненно. Я, наверное, лучше карту возьму. Я ощущаю эмоции, там такой прям накал, но в этих эмоциях я не вижу слишком много негатива, слишком много злости. Знаете, вот как такая густая красная пелена, а мужчина в состоянии разъяренного быка. Вот что мне идет. Вот такая картина. Давайте посмотрим, что там произошло, что это за женщина и что произошло. Обманула. По поводу вас обманула, да. Смотрите, вот она вы, леди. Вот эта любовь, которую вы испытываете к нему и которую он испытывает к вам. Мыши, обман, предательство, ложь, мошенничество, да? Какой-то документ, либо какие-то факты, какие-то фотографии, какие-то записи, может быть, даже. Может, сгенерировали ваш голос, понимаете? Там же есть сейчас такие возможности. И, может быть, даже как он получил сообщение от вас вашим голосом, и вы такая, типа, а ты мне не нужен, да, а у меня там любовник классный есть. Вот он узнал правду. Вот поэтому ему так плохо. Обман, большой обман. Либо ваша соперница, да, так обманула, либо, например, мама ревнивая, которая против вас настроена. Хорошо, они там хоть не поубивают друг друга. Давайте такой вопрос зададим. Потому что это жутко, то, что между ними происходит. О, горы. Вы, конечно, как хотите, но там дерево, они все-таки семья. Они семья, но, опять же, мама, сын, либо муж и жена. Ой, я вам так скажу, они разругаются и разругаются по-крупному, разругаются надолго, очень долго не будут с друг другом разговаривать, как вот эти рыбы, да, рыбы же не разговаривают, вот они не будут разговаривать. И вот эти проблемы, которые сейчас вот между ними возникли, они, буквально навсегда. То есть этот мужчина уже никогда не будет верить этой женщине, а эта женщина уже никогда не будет иметь власти над этим мужчиной. Вот как рыбы они будут. Даже если они останутся семьей, то они будут рыбами друг к другу. Для мужчины это хороший шанс, это хорошая возможность действительно понять, кто есть кто, пересмотреть свои былые установки, пересмотреть свои отношения. И пока не поздно все изменить, либо пока не поздно сделать правильный выбор. Что вам от этой ссоры? Давайте посмотрим, что вам от этой ссоры. Вы меня, девочки, конечно, извините, но судя по этим картинкам, по этим знакам, вы о мужчине очень мало знаете. Очень мало. Либо он такой у вас чересчур скрытный, прям все скрывает. Все, да, не знаю, процентов, если 10 знаете, это уже хорошо. Либо сейчас действительно нет между вами контакта, общения, и вы давно о нем ничего не слышали, не знаете. Вот так мне идет. Даже если вдруг вы, жена, смотрите на мужа, а у мужа есть там любовница, либо мама ревнивая, а муж вам вообще ничего не говорил. А все, что он говорил, было, скорее всего, неправда.
Так, что вам от этого? Ну, во-первых, в глазах мужчины вы на новую высоту взлетите. Буквально этим событием вы, не доказывая, докажете, что вы идеальная, верная, надежная. То есть от вас никогда никакого обмана не было. Никогда. Вы всегда говорили именно то, что есть, по факту, честно, правдиво от сердца. И он вот в очередной раз в этом убеждается. В очередной раз. Вы в его глазах, ну просто вот за предельную высоту возьмете. На пьедестал, солнцем. Солнцем. Для вас это очень хороший знак. Для вас ситуация коренным образом на улучшение пойдет. Этот мужчина никогда не будет в вас сомневаться, никогда не усомнится, никогда себе такого не позволит. И даже если вы будете ему врать в открытую, он все равно будет вам верить, потому что вы в его глазах уже в запредельной высоте. Вот так вот, мои хорошие. Ну, я не думаю, что вы будете ему врать, либо обманывать, но теперь он всегда будет вам верить. Во всем всегда будет вам верить. Вот так. Так, еще один момент хочу посмотреть, которого я не вижу в песке. Ну, вы друг другу явно не чужие. Здесь родство душ, здесь прошлое общее и будущее общее. Не просто так вы встретились, не просто так вы друг друга полюбили. Это судьба. Это судьба и его, и ваша. Вот. Вот что я не видела в песке. Так, ну давайте вернемся к нашей отсыпке. По поводу вас, что могу сказать? Если мужчина вас обидел, хоть и вы и обиделись, но вы уже в глубине души его простили. Потому что вы его любите, потому что вы его жалеете, потому что вы, скорее всего, на подсознательном уровне догадывались, да, что мужчину обманули, что мужчина в заблуждениях находится. И, возможно, вы молились за то, чтобы мужчине глаза открылись. И буквально высшие силы услышали, и мужчине глаза и уши открыли. Он снял с себя вот эти двойные мешки и теперь выясняет отношения с той, кто его обманул. Еще по поводу вас могу сказать, что так, как любите вы, никто другой любить не умеет. И тот, кого вы любите, он прям самый счастливый человек в мире. Это прям факт. Ваша любовь, она окрыляет. Ваша любовь, она как магнит везения и удачи. Возможно, эта удача не приходит к вам, но она приходит к тому, кого вы любите. Это тоже факт. И это мужчина вам тоже подтвердит, мои слова подтвердит. Ну, может, не сейчас, позже, когда вы помиритесь, когда у вас там все наладится. И еще, девочки, я вижу, что вы на какой-то путь ступаете, очень денежный. Буквально вот сейчас вы будете делать эти шаги, либо вы уже начали делать эти шаги. Вам вот именно по судьбе идет какие-то большие деньги зарабатывать, много больших денег зарабатывать. Долго, немного, неправильно сказал, долго. Вот вы начнете и долго будете это все делать. То, чего не имеете, но то, о чем мечтаете, вы себе сможете сами позволить. И это должно быть именно так. Это должно быть ваше личное. Да, чтобы записано было на вас, чтобы права у вас были там, на имущество, на автомобиль, там, на квартиру. То, что с мужчиной у вас сейчас вот такой раздрай произошел, я уже сказала, да, это на благо вам идет. И при этом для вас это будет очень сильным толчком вот, заниматься чем-то денежным, выстраивать свою карьеру, заниматься своим бизнесом. Вот не могу сказать, в чем связь, но это явно такой толчок вам, чтобы вы деньги начали зарабатывать. И вот если бы такой ситуации не произошло, вы бы не стали какой-то работой заниматься, да, либо не стали бы эти деньги зарабатывать. Но вот здесь как-то, вот знаете, все взаимосвязано. Все-таки это общая отсыпка, тяжело сказать. Но вот эта ссора, размолвка, либо пауза,
она вас подтолкнет, даже когда вы помиритесь, все равно этот толчок, он останется к тому, чтобы вы зарабатывали большие деньги. Вам тут и время пришло, и толчок был дан, и вот все как-то так складывается, что вы будете зарабатывать большие деньги. Даже если вас мужчина будет содержать, вы все равно будете зарабатывать большие деньги. Так мне идет. И еще по поводу этого мужчины. Если он вас обидел, то этот мужчина наизнанку вывернется для того, чтобы выпросить ваше прощение. И всю жизнь, оставшуюся жизнь, он будет нести на себе тень этой вины. Вот он никогда не отмоется, сам для себя никогда не отмоется от того, что он вас обидел. Всегда, я сказала, он будет вам верить. Даже если вы будете откровенно его обманывать, он все равно будет верить вам. Беспрекословно он вам будет верить, без тени сомнения будет верить. Это первый момент. Второй момент. Этот мужчина всячески будет вас возводить на пьедестал, потому что вы для него абсолютно идеальна. И именно вот эта ситуация показала, что вы идеальная женщина. И такую идеальную женщину, как драгоценность, нужно хранить и оберегать. Вот как-то так мне идет. Вы смотрите, вы, главное, не переживайте. Ваше дело сейчас сторона. Ваше дело — это ждать. Ждать, пока мужчина там разберется со всем этим обманом, придет в себя. И пока он объявится сам. А он точно объявится. Он придет с пальмовой веточкой, он придет мириться, он придет каким-то другим, поумневшим, повзрослевшим. И в взгляде у него что-то поменяется. Вот. Тогда у вас случится разговор, и тогда буквально в этот же день, либо в этот же час начнет писаться новая история ваших отношений. Совершенно другая, совершенно по другому сценарию. Вот это все, как я уже сказала, да, вам на благо пойдет. Поверьте, так оно и будет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.